Руководство столицы ведет успешную работу по застройке и улучшению Якутска. Однако есть те, кто по непонятным причинам препятствует развитию нашего города. За моими плечами находится старый аварийный клуб, сгоревший в очень плачевном и аварийном состоянии. На данный момент прошла административная комиссия администрации города Якутска. Вынесен штраф в размере 50 тысяч рублей. В нашем городе необходим специализированный центр для оказания людям с ограниченной возможностью конкретной медицинской помощи. Созидательный проект по строительству реабилитационного центра поддерживают многие люди, как, например, председатель Якутского городского отделения Всероссийского общества инвалидов. Чтобы город стал лучше, чтобы инвалиды, как жители города, получили что-то вот здесь и сейчас, не через 5 лет, не через 10. Давайте, ребят, что-то делать. 5 лет стоит земля, захламляется некрасивая в залоге. По всем законодательным актам, по административным, там всякие разные, да, есть положения. Неосвоенная земля в центре города, пожароопасность, там много-много-много всего можно наговорить и просто-напросто забрать, потому что это хозяина нерадивого, вот отрицательное пользование, да, каким-то объектом. Но я думаю, тут надо ребятам просто-напросто взять голову в руки и позитивно эту проблему решить. Потому что это просто-напросто не хозяйственно. На имя главы Республики Саха-Якутия лично Эрнст Молдашев, лучший офтальмолог Российской Федерации, направил ходатайство в поддержку данного проекта. Министр здравоохранения поддержал, министр труда и социального развития поддержал, глава городского округа поддержал, председатель правительства Республики Якутия поддержал, глава Республики Саха-Якутия поддержал. Самые сильные люди поддерживают, а руководитель общества слепых и члены правления против. Вот такой вот абсурд на данный момент. 4 августа 2016 года специалистами МКУ СГХ было произведено обследование Дома культуры имени Островского по улице Красноярова, дом 15. Данное нежилое помещение находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Прилегающая территория замусорена, захламлена, нет ограждений. Есть угроза возникновения пожароопасной ситуации. Против оказывать помощь слабовидящим людям нашей республики, потому что получают с Министерства труда ежегодные гранты в размере 13 миллионов рублей. И у меня накопились вопросы. Куда уходят деньги? Что вы полезного делаете для людей с ограниченной возможностью по зрению? Какую вы помощь оказываете? И зачем вы вообще там работаете, если в таком состоянии находится имущество? Наша редакция не получила комментарий от председателя данного общества Владислава Николаева. Однако мы продолжим следить за развитием событий.